Ты играешь в пирамиду? Сыграем в пирамиду. Мой друг уже выиграл, 2 раза выиграл. Давай в пирамиду, всего 1000 рублей. За последние дни мой телефон буквально разрывался от подобных сообщений. Первая мысль, которая приходит в голову, а почему бы не сыграть? 1000 рублей не такая большая сумма. В принципе, я могу себе позволить рискнуть на нее. Но дальше мы узнаем условия. Чтобы выиграть, надо пригласить в игру 8 человек. То есть тем или иным способом сподвигнуть людей к риску. Лично меня такое условие смутило. А вас? О том, что пирамидная мания за последнюю неделю охватила многих жителей Абхазии, известно всем. Однако сами участники рассказывать о своих выигрышах, которыми они успешно хвастаются в реальной жизни, наотрез отказываются. С чем это связано, мы постарались спросить у них самих, но ответом стало стеснительное пожимание плечами. Неужели это чувство ответственности за тех, кто оказался вовлечен в денежную игру, которая неминуемо ведет к проигрышу и потере? А вот кто окажется в дураках? Возможно, это друзья и близкие тех, кто успел наживиться на доверии. Я думаю, что все уже слышали про эту пирамиду. Даже те, кто все усилия приложили, чтобы не услышать, уже у всех на слуху. Касаемо моего мнения об этом, я считаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Вообще слова «пирамида» и «финансы» в одном предложении уже внушают недоверие. Почему это так популярно в стране? Я думаю, просто у нас национальная идея не работать и получать деньги, поэтому все сейчас похватились, как бы этим заняться, как бы поднять деньги. Мысль о том, что вовлекая друзей и знакомых в пирамиду, вы в той или иной степени подставляете их, не доставит порядочному человеку особого удовольствия от выигрыша, ведь может случиться так, что разделить свою радость будет не с кем. Обратили внимание на подобный ажиотаж вокруг пирамиды и специалисты финансовой сферы, тем более, что в современной истории уже были известны подобные экономические предприятия, которые оставили неоднозначные воспоминания в памяти людей. Как и любая финансовая пирамида, данная затея ничем не отличается от предыдущих. Вот вы упомянули здесь печально известный МММ. Что их объединяет? В первую очередь то, что по итогу, по ее завершению, очень много пострадавших в финансовом плане и мизерное количество людей, которые получили там некую прибыль. В условиях Абхазии, где все друг друга знают или приходится, если не близкими, то дальними родственниками, такая финансовая махинация неуместна даже с точки зрения национальной этики. Здесь эту финансовую пирамиду можно назвать «подставь друга» или «подставь товарища», потому что все просят друг друга вступить в нее, и чем больше участников, тем больше будет пострадавших. Я бы, наверное, разделил участвующих в данной финансовой, так скажем, затее на 2 категории. Первые лица – это те, кто любой ценой хотят поучаствовать в каком-то высокорисковом предприятии, ввязаться в нее и постараться получить некую выгоду. А вторая часть – это те люди, которым стыдно отказать своим друзьям, знакомым. И вот они тоже оказались втянуты в эту, так скажем, непонятную аферу, результатом которой станет то, что они останутся без вложенных средств. Не только не получат какие-то сверхприбыли, но и останутся без тех средств, которые туда вложили. Поэтому я бы рекомендовал воздержаться от участия в подобного рода затеях. По словам экспертов и данных статистики, подобного рода пирамиды имеют особенность быстро захватывать общественное внимание и возрастать, но также стремительно они разрушаются. Правдивость этого доказывают события последних часов. Пирамида разрушилась, получается. Поздравляю всех, мы все в минусе. И хорошо, что 1 000 000 не вложили. А так все хорошо вчера шло. И на тебе. Будем тут неделями сидеть. Пусть возвращают деньги. Просто верните и все. Найти человека несложно. Принцип пирамиды построен на простом доверии. То есть в случае проигрыша вы не сможете вернуть вложенные средства законным путем. Осознавая этот момент, многие люди отказываются от участия в такой авантюре. Раньше тоже слышала, тоже не интересовалась. Потому что это как бы лотерея, это я не доверяю. Соблазн, говоря простым языком, сорвать куш больше присущ молодым людям, возможно, неработающим студентам. По достоверным данным, более 80% молодежи с тем или иным успехом за последние дни успели принять участие в пирамиде. Однако есть и те ребята, которые смогли противостоять массовому интересу. Завлекают молодежь, но да, наши друзья некоторые играют, но мы не считаем нужным это делать. Лучше играть в шахматы, в шашки. Таким образом, скоро вы услышите безутешные рассказы о потерянных деньгах и испорченном настроении, что, несомненно, отобьет желание участвовать в подобных финансовых затеях. Амелия Бисмарк, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.